Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 14 марта в нашей истории. 14 марта 1855 года первый букварь черкесского языка на арабской графике был издан Берсеем Умаром, адыгским просветителем, лингвистом, писателем, поэтом-баснописцем. 14 марта считают днем рождения адыгской письменности. 14 марта 2008 года принят проект рекомендации Госдумы российскому правительству о кардинальном изменении формата отношений с республиками Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, предусматривающий открытие российских миссий на этих территориях, подготовку предложений по организации беспошлинной торговли с республиками. 14 марта 2008 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов призывает российские регионы устанавливать прямые экономические связи с Республикой Абхазия. Мы, как Палата регионов, рекомендуем российским субъектам Федерации напрямую выходить на партнеров в Абхазии и устанавливать экономические связи, заявил он. Все это становится возможным в свете того, что Россия вышла из режима экономических санкций в отношении Абхазии, отметил спикер Миронов. 14 марта 2008 года абхазский боксер Давид Аршба в составе команды Азербайджана принял участие в предолимпийском турнире в Италии. 14 марта 1909 года родился Муты Кови, актер, ученик русского режиссера Василия Домогарова. В 1931 году был ведущим хореографом и постановщиком абхазских народных танцев в Государственном ансамбле песни и танца Абхазии. Муты Кови – автор двух драматических произведений «Кяхба Хаджарат» и «Инаб Хакягуа», которые шли на абхазской сцене в постановке режиссера Домогарова. В 1937-м всесторонне одаренный актер, режиссер, хореограф и драматург Муты Кови был репрессирован, реабилитирован посмертно в 1953 году. 14 марта 1913 года родился Георгий Гулия, писатель, лауреат Государственной премии СССР. По образованию инженер-путеец, работал на строительстве Черноморской железной дороги, участок Дранда-Агудзера. Занимался журналистикой, живописью и графикой. Георгий Гулия стал печататься с 1930 года. Он автор множества рассказов, повестей, романов. «Каштановый дом», «Скурча уютная», «Водоворот», «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин», «Сказание об Омаре Хайяме», «Викинг» – это далеко не полный перечень произведений Гулия. В 1949 году ему присуждается государственная премия за повесть «Весна в Сакене». В 1974 Георгий Гулия награжден премией имени Дмитрия Гулия за повесть о моем отце. Она была написана для серии «Жизнь замечательных людей». Уже после смерти писателя в 1989 году Международный биографический центр в Кембридже включил биографию Георгия Гулия в словарь «Кто есть кто» среди писателей. Как сказал один деятель, он сейчас жив, здоров, он мог бы вспомнить эти свои слова, что и там достанем в Москве его, если надо будет. Да, действительно, и написал я, значит, «Черные гости», повесть о том, как абхазский князь Келеш Чадиба пытался присоединиться к России, чтобы спастись от турецкой агрессии, от уничтожения турками. И как вы думаете, все это было перевернуто вниз вверх ногами. Меня обвинили, Бог знает что я и туда торгаю Абхазию, что я и так это делаю, что я чуть ли к Турции присоединяюсь. Бог знает. Понимаете, это если прочитать газеты тех времен, волосы встают дымом. Буквально каждый пионерский сбор не обходился без проклятий в мой адрес. 14 марта 1930 года родился Хута Джопуа, народный артист Абхазии, выпускник режиссерского факультета Тбилисского театрального института имени Руставели, был главным режиссером Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Большим зрительским успехом пользовались его спектакли «Золотая тропинка» по пьесе комедии «Чамагуа», «Улица Три Соловья», дом номер 17 Добрычанина, «Бог Саваоф» Самсона Чанба, «Перед восходом солнца» по пьесе «Габуния»,
«Кровавая свадьба» по произведению Гарсия Лорки. Актер Хута Джопуа на абхазской сцене сыграл роли Михи в «Тымыре Папаскир», Ардашила в «Кто из нас глухой Чкадуа», министра финансов в «Тени Шварца» и многие другие. Джопуа вместе с Амираном Таня и Сергеем Сакания успешно выступали в театре сатиры и юмора «Чари-Рама» при Государственной филармонии Абхазии. В 2011 году награжден орденом Ахтапша 3-й степени. «14 марта 1937 года родился Боча Аджинджал, искусствовед. Работал директором абхазских художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР, старшим научным сотрудником отдела искусства Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Боча Аджинджал – соавтор и составитель 2 проектов альбомов «Абхазское искусство» и «Александр Чачба», изданных, соответственно, в 2004 и 2009 годах. Заместитель председателя Санкт-Петербургского абхазского общества «Апсны». Награжден орденом Ахтапша 3-й степени. 14 марта 1937 года родился Владимир Савельев, режиссер, сценарист, народный артист Абхазской АССР, режиссер-постановщик фильма «Белый башлык» по роману Баграта Шинкуба «Песнь о скале». 14 марта 1960 года родилась Ламара Чамагуа, заслуженная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена Леона. Была солисткой вокально-инструментального ансамбля «Гунда» Абхазской государственной филармонии. С первых дней Отечественной войны и до Дня Победы сан-инструктор на Гуместинском фронте в 1-м батальоне 1-й мотострелковой бригады. С 2006 года Ламара Чамагуа, заведующая редакционным отделом АБИГИ имени Дмитрия Гулия Академии наук Абхазии. 14 марта 1969 года родился Даур Зухба, герой Абхазии, участник 1-й шромской наступательной операции. Во время январского наступления, форсировав реку Гуместа, вместе с другими бойцами захватил мост и держал его в течение 6 часов. Участник мартовского и июльского наступлений. Во время сентябрьской операции при выполнении боевой задачи в Сухуми Даур Зухба погиб. И в заключении выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 14 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это 16 градусов. Самая же низкая температура в 2011 – 5 градусов. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.